Слушайте внимательно, ведь наш Архангел Михаил, самое могущественное небесное существо после Святой Троицы, желает открыть правду о ком-то из вашего круга. Это сообщение важно и своевременно. Вам было даровано трансцендентное видение через портал сознания. Да, это реально и мощно. Подпишитесь на наш канал, чтобы этот портал оставался открытым и получал небесные послания, которые освещают ваш путь и раскрывают то, что находится позади вас. Не насмехайтесь над Богом, избегая этого знамения или оставляя это послание незавершенным, потому что Бог видит каждого человека, и те, кто насмехается над знамениями, позже пожалеют об этом. Архангел Святой Михаил в небесном мире, где царит свет и царит истина. Я, Архангел Михаил, стою на страже от сил тьмы, и меч мой сияет огнем божественной правды, и сердце мое сияет волей праведности. Всемогущий, я послал вам срочное послание, которое пробьет завесу обмана и выявит скрытые истины, скрытые в тенях вашей жизни, потому что время имеет решающее значение для человека, мысли которого не соответствуют божественной воле. Этот человек, подобно Иуде Искариоту, вынашивает идеи и планы, которые придают веру и святость вашего круга. Без внимания этот обман может ослабить узы, скрепляющие ваш круг, что приведет к смятению и печали. Божественное Царство призывает вас быть бдительными и проницательными, искать истину с мужеством и верой. Всегда преодолевайте тьму и обман. Этот человек среди вас носит маску дружбы, но под поверхностью скрывается сердце, запятнанное завистью, жадностью или злобой, у которого есть глубоко укоренившееся желание помешать и ввести в заблуждение вашу кажущуюся доброжелательность, а также нанести вред и обмануть их доверие и щедрость, одетые в мантию дружбы. Если их действия оставить без контроля, они неизбежно приведут к нестабильности в вашем кругу, создавая непоправимые разногласия. Узы доверия и любви, которые скрепляют ваши группы, будут подвергнуты сомнению, и последствия будут глубокими. Отношения драгоценны. Они могут со временем сломаться, оставив вас бороться с чувством предательства и потери, чтобы защитить. На карту поставлена стабильность и гармония, ради которых вы так усердно работали. Эта скрытая страница противника находится под угрозой, и если вы выявите и разрешите обман этого человека, чтобы раскрыть его, выявляя истинную природу окружающих, вы можете защитить себя и своих близких от вреда, который они стремятся причинить. Помните, что свет истины и сила единства могут преодолеть даже самые коварные угрозы. Я призываю вас открыть свои духовные глаза и увидеть истину, скрытую под поверхностью. Не игнорируйте это предупреждение. Небеса открыли канал, через который это сообщение передается, и малейшие признаки обмана, неприятные комментарии, которые уменьшают доверие, необъяснимые отсутствия, когда вам нужна поддержка, и важно следить за странным шансом, что предатель использует замешательство, чтобы заманить в ловушку ничего не подозревающего, но у вас есть особый дар – божественное прозрение, чтобы видеть сквозь ложь и раскрывать правду. Помните, я не прошу вас быть смелыми или сомневаться без причины. Скорее, я призываю вас использовать понимание и мудрость. Молитесь, ищите Божьего руководства, и Святой Дух осветит ваш путь. Доверьтесь Божьему плану, и если воля Твоя, мы уничтожим темный свет вместе со стрелами обмана.
Человек, который вам изменил, это слабость и ошибка, но у вас есть сила подняться над его действиями. Прощение, хотя и трудное, это способ исцеления. Однако это не означает, что вы позволяете изменнику продолжать. Правду, смело ведите трудные разговоры, устанавливайте необходимые границы и очищайте свой круг от тех, кто не соответствует этой линии очищения. Это важно для вашего духовного роста и выполнения вашей божественной цели. Подобно тому, как Христос простил Иуду, но признал его предательство, так и вы должны уравновесить милосердие и справедливость. Пусть ваше сердце направляется любовью и верой в этот век откровения. Любовь к себе и своему божественному пути, а также вера в высшие силы, ожидающие вас. Небесный мир заботится о вашей безопасности, и это послание является доказательством этой вечной заботы. Поделитесь этим сообщением с людьми, которым вы доверяете, потому что они тоже могут оказаться в тени мошенничества. Вместе вы сможете укрепить свое тело, укрепить свою решимость и создать пристанище истины и любви. Сила единства и справедливости несравненна. Когда вы будете вместе во свете, сила тьмы не победит вас. Помните, мои дорогие, что Божественное всегда наблюдает за вами, всегда направляет вас и всегда любит вас. Они защищены на неопределенный срок, и ваша защита – наш главный приоритет. Примите это послание близко к сердцу, примените его с умом, и пусть свет божественной истины озарит вашу жизнь, Архангел Михаил. Итак, дорогое Дитя Божие, это рост, и это правильное послание из духовного мира на этот раз. Он предназначен для многих людей в мире, включая вас. Да, вы были избраны для получения этого послания, и вы получили его по святой воле Божьей. В этом послании Архангел Михаил призывает нас понять, что в сложной паутине человеческих отношений даже наши самые близкие друзья, которым мы полностью доверяем, иногда могут оказаться под влиянием сил, находящихся вне их контроля. Это сообщение предназначено только для того, чтобы сообщить вам об особой и интимной связи, которую вы разделяете с определенным человеком. Наши самые близкие друзья – это семья, связанная с нами узами, выходящими за рамки дружбы. Они наши доверенные лица, наши партнеры и наша поддержка в трудные времена. Эти отношения дороги и порой незаменимы. Однако природа таких близких отношений иногда может привести к тому, что мы упустим из виду изменения в поведении или намерениях. Мы можем настолько комфортно чувствовать себя с нашими самыми близкими друзьями, что не замечаем изменений. Вот почему Бог побудил меня сегодня поделиться с вами посланием с небес. Помните ли вы Иуду Искариота, предателя Господа нашего Иисуса Христа? Он был ложным другом. Хотя Иуда видел чудеса Иисуса своими глазами, Иуда был развращен земными богатствами и предал Иисуса Христа. Ложные друзья такие же, как Иуда. Если так называемый друг каким-либо образом соблазняет вас на грех, немедленно примите это. Да, не сомневайтесь. У вас есть свобода отвергать тех, кто сознательно или неосознанно нападает на вас, благодаря вашей святости в Господе Иисусе Христе. Смело смотрите правде в глаза, ведите трудные разговоры, устанавливайте необходимые границы и очищайте свой круг от тех, кто этого не делает.
Это очищение необходимо для вашего духовного роста и выполнения вашей божественной цели. Представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие по неизвестному ландшафту, где каждый шаг – это прыжок веры, а каждый вздох – шепот надежды. Это путешествие характеризуется не испытаниями высоких холмов или огромных океанов, а битвами, с которыми мы сталкиваемся внутри. Для него характерны моменты неуверенности, страха и неуверенности, которые омрачают наш путь. Однако в эти времена проявляется глубокая истина, которая является маяком надежды во тьме. Бог за нас. Он – компас, который ведет нас, свет, освещающий наш путь, и сила, которая ведет нас вперед. Давайте поймем, как мы можем найти силу в Господе сегодня, и будем уверены, что Он никогда не подведет нас. Я молюсь вместе с вами во имя могущественного Иисуса, поэтому досмотрите до конца и откройте свое сердце, чтобы получить благословение этой молитвы. Мы находим закрепившуюся надежду в Исаии 41:10. «Не бойтесь, ибо я с вами. Не ужасайтесь, ибо я ваш Бог. Я призываю вас, да, я помогу тебе, поддержу тебя десницей правды». Этот стих не просто утешительная мысль, сущность Божьего обещания, данного нам, заключается в уверенности в том, что каким бы ни был путь, мы не одиноки. Вместе мы находим способы преодолевать неопределенности жизни, подкрепляемые знанием того, что присутствие Бога всегда с нами. Теперь, путешествуя по жизни, мы часто сталкиваемся с местами, которые проверяют нашу веру и решимость. В эти моменты, наполненные неопределенностью, у нас может возникнуть ощущение, будто мы идем сквозь густой туман. Каждый шаг полон неопределенности, каждое решение чревато возможностью или риском совершить ошибку. Однако именно в эти моменты уязвимости Божье обещание быть с нами, направлять нас и укреплять нас становится наиболее ощутимым. Жизненный путь непредсказуем. Мы сталкиваемся с проблемами, которые кажутся непреодолимыми, с вопросами, которые кажутся безответными. Именно в эти моменты, когда нас окружает туман сомнений, тяжесть нашей собственной слабости становится наиболее очевидной. Но в эти времена, как описано в Дни Царств 17:45, сила присутствия Бога ясно видна в истории Давида и Голиафа. Давид обратился к великану и сказал: «Ты придешь ко мне с мечом, копьем и копьем, но я прихожу к вам во имя Господа Саваофа, во имя Бога Саваофа», отражает это великое воспоминание. «Израиль, ты бросил вызов». Уверенность Давида исходит не из его собственных сил, а из его веры в силу Божью. Подобно Давиду, мы призваны противостоять гигантам в нашей жизни не из страха, а с уверенностью, что Бог с нами и даст нам силу. Необходимо победить. Этот жизненный путь со взлетами и падениями не одинокий, а совместный путь с Богом как нашим постоянным спутником. Его обещание быть с нами – это не только доказательство присутствия, но и доказательство активной поддержки. Он придает силы во время усталости, оно дает веру во времена сомнений, он также дает мир в трудные времена. В послании к Филиппийцам 4:13 это прекрасно отражено, когда говорится: «Все могу в Христе, дающем мне силу». Этот стих является свидетельством преобразующей силы Бога в нашей жизни, напоминанием о том, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись,
у нас есть способность преодолевать их не своими собственными силами, а силой, которую дал нам Христос. Проходя через неопределенность жизни, давайте помнить, что мы идем не в одиночку. Туман сомнений и страха иногда может омрачать наш путь, но свет Божьего присутствия является постоянным путеводителем, Его Слово – нашим путеводным компасом, а наша сила – фундаментом, на котором мы строим свою выносливость. Принимая участие в этом путешествии, давайте приблизимся к Богу и будем искать Его руководство и силы на каждом этапе пути. Давайте доверимся Его обещанию быть с нами, укреплять нас и помогать нам. Когда мы это делаем, независимо от того, с какими проблемами мы сталкиваемся, мы утешаемся, зная, что ходим с могущественным Богом. Давайте теперь рассмотрим практические последствия Божьего благоволения и руководства, а также то, как Его присутствие дает нам силы противостоять жизненным трудностям с силой и уверенностью. Когда мы идем по жизни, часто кажется, что мы идем по огромной, неизведанной пустыне. Местность неровная, дороги неизвестны, а пункт назначения кажется далеким. Именно в эти времена неопределенности и борьбы наличие руководства может иметь решающее значение. Гид, который не только знает дорогу, но и идет с нами и обеспечивает поддержку, воодушевление и руководство. Этим проводником является Бог, и Его обещание быть с нами является доказательством Его неизменной поддержки. И что мы скажем? Если Бог с нами, кто может быть против нас? Посмотрите на слова в Римлянам 8 часов 31 минута. Этот стих не просто риторический вопрос, это выражение божественной поддержки. Когда Бог на нашей стороне, Он уверяет нас, что искушения и враги, с которыми мы сталкиваемся, потеряют над нами свою власть. Сознание того, что за нами Творец неба и земли, должно наполнить наше сердце мужеством и наши шаги смелостью. Эта простая истина меняет всех. Это означает, что с чем бы мы ни столкнулись, мы не потерпим поражения, потому что наш Бог больше, чем наша борьба. Зная это, мы можем противостоять чему угодно, зная, что мы всегда сильны с Богом. Это утверждение помогает нам стоять твердо, что бы ни случилось на нашем пути, одиноки ли мы или беспомощны. Эта уверенность, которую Бог дает нам, не означает, что наше путешествие будет без проблем. Скорее, это напоминание о том, что, сталкиваясь с препятствиями, мы преодолеваем их не в одиночку. Битвы, в которых мы участвуем, ведутся силой Бога, а победы, о которых мы заявляем, одержаны Его силой. Подобно тому, как опытный лидер ведет путника по коварной местности, Бог ведет нас через сложности жизни, давая нам мудрость и силу. Практичность этой истины можно увидеть в нашей повседневной жизни. Божья мудрость может направлять нас, когда мы сталкиваемся с запутанными решениями. Когда мы сталкиваемся с препятствиями, Его силы достаточно, чтобы поддержать нас. Когда мы чувствуем себя изолированными или покинутыми, Его присутствие – постоянный спутник, обеспечивающий комфорт и утешение. Но как нам использовать эту божественную поддержку? Главное – это наши отношения с Богом. Так же, как важно общение между путешественником и гидом, важны и наши отношения с Богом. Молитва становится средством, посредством которого мы выражаем свои страхи, надежды и желания.
Именно через изучение Его слова и водительство Святого Духа мы получаем понимание Его характера, Его обещаний и Его воли для нашей жизни. Кроме того, хождение по вере требует веры, доверия Божьему выбору времени, доверия Его обещаниям и доверия Его характеру. Это доверие, которое строится со временем через опыт, свидетельствующий о верности и благости Бога. Каждое преодоленное испытание и удовлетворение наших нужд служат важной вехой на нашем пути веры, укрепляя нашу веру в Бога и Его обеспечение. Это путешествие личное, но совместное. Как верующие, мы являемся частью религиозного сообщества, семьи попутчиков, которые разделяют с нами путь. Это сообщество обеспечивает поддержку, поощрение и подотчетность, напоминая нам, что мы не одиноки на своем пути. Именно в этом сообществе мы делимся своими историями, празднуем наши победы и получаем поддержку во времена борьбы. Размышляя о Божьем заверении, данное нам, давайте подумаем, какого ответа Он требует от каждого из нас, ответа веры, доверия и послушания. Верить в то, что Бог является тем, кем Он себя называет, верить в то, что Он выполнит свои обещания и подчиняться Его руководству и заповедям. Именно благодаря этому ответу мы ощущаем полноту Божьей поддержки и руководства в нашей жизни. Итак, давайте будем уверены, что Бог действительно за нас. Помогите нам, когда эта истина неизвестна, укрепите нас во времена слабости и направляйте нас во времена принятия решений. Когда Бог на нашей стороне, нам нечего бояться. Мы, конечно, нет. Помните, дьявол – лжец. Давайте двигаться вперед с верой, будучи уверенными в том, что с чем бы мы ни столкнулись, мы не столкнемся с этим в одиночку. Бог с нами. Он для нас. И в нем мы больше, чем победители. Теперь мы обращаем внимание на преобразующую силу принятия Божьей силы в нашу жизнь. В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с различными невзгодами моментами, которые проверяют нашу веру, бросают вызов нашей решимости, а иногда и угрожают сокрушить нас. Именно в эти моменты раскрывается истинная глубина нашего доверия Богу. Осознание того, что одних наших сил недостаточно, это не повод для отчаяния, а приглашение полностью довериться той силе, которую дает нам Бог. Эта уверенность в божественной силе не признак слабости, а свидетельство нашего понимания того, в чем заключается наша истинная сила. Глубоким напоминанием об этой истине служат слова апостола Павла во 2 Коринфянам 12, 9-10, «И сказал мне: довольно для тебя благодати моей, и сила моя совершается через немощь. Поэтому я люблю хвалиться своей немощью, чтобы ко мне была приложена сила Христова. Поэтому я радуюсь немощи, оскорблениям, гонениям и страданиям за Христа. Тогда я силен». Это, казалось бы, противоречивое заявление о победе подчеркивает суть христианской силы. Мы хвалимся не своей силой, а Богом. Наши слабости и препятствия превращаются в возможности для того, чтобы Божья сила и благодать сияли в нашей жизни. Принятие силы Божьей требует изменения точки зрения. Это значит смотреть на свои проблемы через призму веры, осознавая, что перед Богом не остается никаких препятствий. Это изменение не отрицает реальности нашей борьбы. Скорее, оно представляет это в свете великой силы и цели Бога. Опять же,
это признание того, что наш жизненный путь идет не в одиночку, а в сотрудничестве с Божественным, где наши усилия укрепляются и завершаются силой Бога. Это божественное партнерство дает нам возможность подойти к жизненным битвам с другим мышлением. Вместо того, чтобы удивляться количеству наших проблем, нас воодушевляет знание того, что Бог с нами и борется за нас. И помните, это не значит, что мы не столкнемся с проблемами или что наша вера не будет проверена. Это означает, что в разгар наших сражений у нас есть неиссякаемый источник силы, неиссякаемый источник мужества и надежда на победу. Жизнь в силе, которую дает нам Бог, оказывает огромное влияние на то, как мы относимся к другим. Это заставляет нас делать все возможное и действовать с состраданием, смелостью и верой. Когда мы испытываем Божью силу в своей жизни, мы вдохновляемся быть проводниками Его любви и благодати в окружающем нас мире. Наши битвы, которые когда-то были личными, становятся возможностями свидетельствовать о Божьей силе и давать надежду другим, сталкивающимся с подобными проблемами. Друзья мои, давайте помнить, что наш Бог неизменен и непогрешим. Его непоколебимая любовь и верность всегда являются нашими спутниками в любое время года. Чтобы по-настоящему понять, что Он за нас, мы должны понять, что Он никогда не подведет нас. Поэтому нам нужно понять Его поведение. Бог не похож на людей, которые дают надежду, когда обстоятельства меняются. Божьи обещания непоколебимы по своей природе. Когда Он обещает быть рядом с нами, Он имеет в виду навсегда. Эта уверенность позволяет нам верить в то, что Он за нас, и встречать жизненные сомнения и трудности со спокойным сердцем и спокойным духом, зная, что, с чем бы мы ни столкнулись, Божья поддержка непоколебима. Знание того, что Бог не подведет нас, меняет наш подход к каждому аспекту нашей жизни. Вера позволяет нам делать смелые шаги, мечтать о многом и следовать судьбе, данной Богом, не боясь сдаться, когда мы спотыкаемся или терпим неудачу. Это обещание дает нам силы встать, отряхнуться и продолжать идти. Это напоминание о том, что наши неудачи не разделяют нас перед Богом. Скорее, Его непогрешимое присутствие является подтверждением нашей внутренней ценности и потенциала внутри Него. Итак, с какими бы трудностями мы ни столкнулись или на какие горы нам придется подняться, давайте позаботимся о том, чтобы присутствие и поддержка Бога были гарантированы. Бог за нас. Оно с нами на каждом этапе пути. Его обещание так же верно, как рассвет. В каждый момент сомнений, в период борьбы и празднования победы, давайте помнить об этом. Наш Бог никогда не оставит нас. Друзья мои, давайте нести воодушевляющую истину, которая находит отклик в основе нашего послания. Бог за вас. Будьте тверды в Господе. Он никогда тебе не позволит. На каждом этапе вашего пути через взлеты и падения помните, что вы никогда не пойдете один. Господь стоит рядом с вами как непоколебимый наставник, давая свою силу, любовь и непоколебимую поддержку. Пусть эти знания наполнят вас мужеством и надеждой. Когда вы сталкиваетесь с горами жизни, смотрите на Него, опирайтесь на Его бесконечную силу и уверенно двигайтесь вперед. Потому что у вас есть непоколебимая поддержка, господа, и с Ним вы не только с терпением встретите жизненные испытания, но и с победой.
Будьте крепки в Господе, мои дорогие друзья, Он никогда вас не оставит. Теперь всем, кто в моем голосе, обратимся к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы могли получить все благословения этой молитвы. Помолимся нашему милостивому и любящему Богу, Отцу Небесному, всемогущему Богу. Я прихожу к вам с сердцем, полным благодарности и хвалы. Я признаю Твое величие и владычество над всем творением. А скала веков, Царь царей и Господь лордов, Ты заслуживаешь чести, славы и хвалы. Ваша сила несравненна, Ваша мудрость и любовь безграничны. Господь, я поклоняюсь Тебе таким, какой Ты есть, моя крепость, мой Спаситель и моя сила. Господь, я благодарю Тебя за дар жизни и бесчисленные благословения, которые Ты излил в мою жизнь и жизнь моих близких. Благодарю Тебя за Твою благодать, которая обновляется каждое утро, и за Твою благодать, которая поддерживает меня. Спасибо за Ваше стойкое присутствие и за то, что Вы были рядом со мной во всех испытаниях и победах. Господи, я прошу прощения за мои грехи, за те времена, когда я не уважал Тебя. Я также предпочитаю простить тех, кто обидел меня, высвободить горечь и обиду в своем сердце. Господи, очисти меня и обнови во мне дух праведный. Отец, я стою на Твоем Слове и черпаю силу из Твоего слова. Я заявляю во имя могущественного Иисуса, что ни одно оружие, созданное против меня, не подведет. Я запрещаю духу страха, сомнения и разочарования, и я уничтожаю их во имя Иисуса и требую веры, надежды и любви в своей жизни. Господи, дай мне силы в Тебе и Твоей власти. Наполни меня мудростью, мужеством и силой, чтобы противостоять жизненным битвам, зная, что с Тобой победа гарантирована. Я повелеваю исцелением моего тела, разума и духа во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы Ты стал целительным прикосновением для моих близких. Всемогущий Бог, я молюсь против всех нападений врага, от болезней, депрессии, безденежья и раздоров. Я призываю защитить себя и тех, кого я люблю, и прошу Тебя защитить нас от всякого вреда и направить наши шаги. Отец, благослови нас своей благодатью и миром, и позволь Твоей исцеляющей руке коснуться каждой области нашей жизни, которая нуждается в ремонте. Господь, когда я молюсь этой молитвой, я благодарен за каждое сердце, которое открывается Тебе сейчас, за все слушающие. Мы согласны, мы едины в вере и молимся друг за друга. Господь, вдохнови нас преодолевать каждое испытание с благодатью и идти Твоим путем. Наполни нас Своим Святым Духом, направь нас во всей истине и дай нам возможность жить жизнью, которая прославляет Тебя. Господи, благослови нас Своим присутствием. Пусть мы испытаем Ваш глубокий мир, радость и любовь в изобилии. Пусть Твоя рука будет на нас, чтобы защитить нас от ловушек наших врагов. Мы провозглашаем Твое правление нашей жизнью, победу в каждой битве, исцеление каждой раны и боли и обеспечение каждой нужды. Пусть Ваша воля будет в нашей жизни и в жизни моих близких. Потому что царство и сила и слава принадлежат Тебе во веки веков. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал и ответил на мои молитвы. Во могущественное имя Иисуса. Аминь.
Вы когда-нибудь чувствовали спокойствие утра, когда мир неподвижен, а день полон потенциала? Кажется, что этот момент наполнен миром и обещанием, поскольку мы начинаем свой день с молитвы. Подобно тому, как свет зари начинает освещать небо и рассеивать тьму, мы начинаем свой день с Богом и освещаем свой путь, направляя нас ко всему, что нас ждет впереди. Первая задача нашего времени – поставить на первое место молитву, а не только слова, которые мы произносим. Речь идет об установлении отношений с нашим Создателем. Речь идет о том, чтобы прежде всего отдать Ему наше время, наши мысли и наше сердце. Сегодня мы углубимся в важность того, чтобы сделать молитву первым действием нашего дня, и в то, как эта простая, но глубокая практика влияет на наш день, влияет на наши эмоции и формирует наши отношения с другими. Начиная свой день с молитвы, мы заявляем Богу: «Ты центр моей жизни». Этот акт, ставящий Бога на первое место, задает тон всему последующему, подтверждая нашу веру и доверие к Нему. Это практика, которая не только укрепляет нашу веру, но и обогащает нашу повседневную жизнь и наполняет нас миром, радостью и целью. Начинать говорить с Богом каждое утро – это больше, чем ритуал, это спасательный круг, который укрепляет наши души в уверенности в Его любви и обещаниях. Он подает пример на весь оставшийся день, представляя видение, соответствующее воле Бога и полное надежды. Утренняя молитва – это необычное дело, вера в то, что Бог слышит нас, заботится о нас и активно участвует в нашей жизни, является актом веры. Осознание того, что нам нужны Его мудрость и сила, чтобы пройти через день, является выражением нашей зависимости от Него. Кроме того, начало наших дней с Богом дает нам возможность обладать плодами Духа, любовью, радостью, миром, терпением, добротой, милосердием, верностью, кротостью и самообладанием. Эти качества становятся более очевидными в нашей жизни, когда мы каждое утро проводим время с Богом, обогащая наши отношения и позволяя себе быть объектами Его любви. Утренняя молитва вооружает нас мудростью для принятия решений на день, направляя нас как в важных решениях, так и в повседневных делах. Оно задает ритм встречи с Богом, который может продолжаться в течение дня, превращая обычные моменты в возможности для Его присутствия и работы в нашей жизни. Практика начала нашего дня с молитвы с Богом – это путь веры, доверия и преодоления. Он обещает не просто хороший день, но жизнь, сосредоточенную на Боге, жизнь, наполненную миром, целью и радостью. Давайте стремиться сделать молитву первым занятием нашего дня, приглашая Божье присутствие в каждый момент и позволяя Его воле формировать нашу жизнь. Утренняя молитва напоминает нам, что истинный мир обретается в присутствии Бога. Итак, давайте ценить эти первые мгновения. Поскольку Бог позволяет своему миру наполнять нас и течь через нас, пусть Он будет путеводным светом в наши дни, напоминанием о постоянном присутствии Бога и неизменной любви. Поступая так, мы не только обогащаем свою жизнь, но и распространяем этот мир на окружающих, создавая любовь Божию в мире, который отчаянно нуждается в мире. Начало каждого нового дня с утренней молитвы не только дает нам покой, но и наделяет нас силой, которая нам не принадлежит. Эта сила, данная нам всемогущим Богом, является доказательством силы, с которой начинается наш век с божественного общения.
Это сила, превосходящая физические возможности, сила, которая питает нашу внутреннюю устойчивость и позволяет нам смело и решительно решать жизненные проблемы. Эта божественная сила ясно отражена в Исайе 40:31, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Они побегут и не побегут. Это обещание от Бога тем, кто ищите Его. Идут уставшие и не уставшие. Утренняя молитва – это акт ожидания Господа, дающий Ему первые плоды нашего дня, а в ответ Он обновляет наши силы, вооружая нас, чтобы подняться над жизненными испытаниями и невзгодами. Сила, которую мы получаем, чтобы начать свой день перед Богом, это больше, чем просто выносливость. Это меняет наш взгляд на проблему. Проблемы становятся возможностью увидеть, как сила Божья действует в нашей жизни. Испытания становятся платформой для проявления Его благодати, а слабости становятся каналами совершенствования Его силы. Эта сила позволяет нам упорствовать с радостью, зная, что наша победа обеспечена во Христе. Кроме того, сила утренней молитвы наполняет нашу веру силой. Оно обучает нас истине слова Божьего и Его обещаний, что укрепляет нашу веру в Него. Во времена сомнений или страха воспоминания о нашей утренней встрече с Богом служат маяком надежды, напоминая нам о Его верности и непоколебимом фундаменте, на котором построена наша жизнь. Кроме того, сила, которую мы получаем от утренней молитвы, готовит нас к духовной войне. Вооруженные всеоружием Божьим, мы можем противостоять планам врага, зная, что эта битва принадлежит Господу. Наша утренняя молитва служит декларацией нашего упования на Бога, активируя Его силу и защиту в нашей жизни. По сути, сила, исходящая от нашего ежедневного общения с Богом, многогранна и затрагивает каждую часть нашей жизни. Он – сила, которая не хвалится своей силой, но всегда является нашей помощью в беде, обещавшей быть нашим прибежищем и силой. Поскольку мы продолжаем делать утреннюю молитву своим приоритетом, давайте ожидать, что нас восполнит неукротимая сила Божия, и мы будем готовы встретить все, что нас ждет в этот день, с уверенностью и благодатью. В священных писаниях мы находим захватывающие истории людей, чья жизнь во многом определялась их преданностью молитве. Эти библейские персонажи представляют собой вечный пример того, как начало дня с Богом может привести к божественному руководству, защите и осуществлению Божьего замысла. Их истории побуждают нас сделать молитву первым действием нашего дня, и, как и они, мы можем найти Божье руководство, защиту и силу для выполнения нашего божественного призвания. Следуя по их стопам, давайте помнить, что на наши молитвы, будь то во времена радости, сомнения или горя, всегда отвечает Бог, который глубоко вовлечен в детали нашей жизни. Давайте сначала искать Бога в молитве и заложим перед Ним основание нашего пути. Этот божественный фокус гарантирует нам Его непоколебимую поддержку и руководство. Он приглашает нас приближаться к Нему с уверенностью, зная, что все молитвы произведут чудеса, которых еще предстоит увидеть. Теперь всем, кто в моем голосе, обратимся к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы могли получить все благословения этой молитвы. Помолимся нашему доброму и любящему Богу. Небесный Отец, всемогущий Бог, я предстаю перед Тобой в трепете перед Твоим величием и благодатью.
Ты Творец неба и земли, Царь царей, Господин господствующий. Твоя сила безгранична, Твоя мудрость превосходит всякое понимание, и Твоя любовь к нам. Я Создатель Вселенной, всемогущий Бог, и я могу сделать больше, чем все ваши ожидания и желания. Сегодня начало перемен в вашей жизни. Я превращу твою печаль в радость и подниму тебя от бедности к изобилию. Готовьтесь к чудесам, победам и значительному росту. Следующий месяц обещает быть для вас удачным. Я превращу вашу историю в историю радости, исцеления и успеха. Я на вашей стороне во всех ваших проблемах и нуждах. Я буду продолжать присматривать и благословлять вас и вашу семью. Поскольку Бог раньше поднимал вас от отчаяния, Он и дальше будет вашим источником силы. Доверьтесь Его постоянному присутствию и найдите утешение в Его любви. Не позволяйте страху или сомнению помешать вам принять будущее, которое вас ждет. Божьи благословения безграничны, и Он стремится дать их вам. Когда вы чувствуете разочарование или усталость, помните, что Божьи обещания вечны. Он никогда не подведет вас, и Его верность поддержит вас на каждом этапе жизни. Верьте в Божье время, Он знает подходящее время, чтобы принести благословения, о которых вы молились. Мое дорогое дитя, я провозглашаю добро, благосклонность и благословение во имя Иисуса. Печальные новости, которые вы недавно получили, например, серьезный медицинский диагноз или беспокойство о близком человеке, не должны вас беспокоить. Будьте спокойны и знайте, что я Бог. Я посылаю исцеляющие ответы, чудесные решения, ангелов и благословения. Также знайте, что я активно работаю в вашей жизни. Я превращу вашу боль в силу, ваши страхи в ясность, а ваши испытания в благословение. Я верный поставщик и открою врата рая, чтобы благословить вас в нужное время. Все, что вы сделаете в этом году, будет успешным. Доверьтесь моему безупречному выбору времени, поскольку я назначаю подходящее время, чтобы явить мои чудеса в вашей жизни. Я могу сделать невозможное, сдвинуть горы, раздвинуть море и вернуть здоровье больным. Ничто не находится вне моего контроля. Я могу творить чудеса и превращать невозможное в реальность. Я облегчу вашу боль и восстановлю ваши отношения. Я обильно благословлю вашу жизнь и изменю ваши обстоятельства. Желаю вашей семье много благословений. Готовы ли вы их принять? Моя необычная энергия влияет на ваши отношения, способствует любви, взаимопониманию и счастью. Введите 333, если хотите. Господь говорит, что мое влияние выходит за рамки ваших финансов и затрагивает все аспекты вашей жизни, включая ваши отношения. Я всегда здесь, готов принести радость и комфорт. Когда тебе будет плохо, помни, что я здесь ради тебя. Ты мой драгоценный ребенок, и я усердно работаю, чтобы подарить тебе новую главу свободы, процветания и изобилия. Эпоха борьбы и лишений осталась позади. Новое начало не за горами. Я буду обеспечивать вас сверхъестественным образом и защищать вас божественно. Вы знаете, что я Бог всего. Помните, что я Бог благодати и милосердия, который любит вас безоговорочно. Продолжайте верить, молиться и провозглашать мое слово,
ведь вы мои дорогие дети, которые увидят в своей жизни неожиданные чудеса. На этой неделе ваше финансовое положение будет улучшаться с каждым днем, даже чтобы обеспечить безопасность ваших внуков. Как христиане, я дал вам мощное оружие вашего голоса для борьбы с врагом и его агентами. Используйте его, чтобы молиться и провозглашать мое слово о своей жизни и обстоятельствах. Ваши слова обладают силой принести жизнь и смерть, благословение или проклятие. Никогда не стоит недооценивать его силу. Пусть мир Божий, превосходящий всякое понимание, хранит ваше сердце и умы во Христе Иисусе. Живите полностью в моей любви и благодати, и пусть ваша жизнь станет свидетелем моей доброты и верности. Мое дорогое дитя, я дарю тебе бесконечное изобилие благословений, счастья, улыбок, финансового благополучия и безопасности. Я приношу исцеление и энергию вашему телу и разуму, чтобы вы могли наслаждаться покоем и благополучием. Слава Богу, потому что без Него ни за что было бы благодарить. Будьте благодарны при любых обстоятельствах, ведь такова воля Божья. Ваши дни боли, стресса и разочарования прошли, и Бог избавит вас от зависимости, депрессии и печали. Бог не игнорирует ваши слезы, не слышит ваших молитв и не заботится о вашей боли. Он видит, слышит, действует. Ваше имя упоминается там, где вы еще не заходили. В этом месяце происходит нечто удивительное. Введите 555 для запроса. Иисус сказал, что Вселенная приспособится к изобилию и исполнит ваши желания и ваши молитвы. Приблизьтесь к Богу. Помните Его и всегда бросайте свои заботы к Его ногам, и Он даст вам помощь, исцеление, богатство, счастье, деньги и прочный мир. То, что вы разрушите, будет восстановлено, а то, что сломано, скоро будет исправлено. На этой неделе Вселенная помогает вам оставаться сильными и подготовиться к большому возвращению в вашу жизнь. Будьте готовы к большему количеству благословений и возможностей. Верьте, что эта новая неделя принесет вам много счастья, приятных моментов, замечательных людей, благословений и результатов, превосходящих ваши ожидания. Иисус Навин один. Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо Господь, Бог твой, с тобой, куда бы ты ни пошел. Господь мой Отец, во имя Иисуса, Ты Бог чудес. Благослови меня, помоги мне, подними меня сегодня во имя Иисуса. Господь, Бог твой, с тобой. Могучий воин, который спасает. Он радует вас своей любовью, Он не будет больше упрекать тебя, пусть радуются песни. Я заявляю, что небеса не успокоятся, пока вы не будете полностью благословлены. Я повелеваю удалить каждую трудную ситуацию из вашей жизни во имя Иисуса. Я Бог, который умножает благословение и обильно благословляет вас. Я тот, кто исцеляет, обновляет и дает силу утомленным и надежду отчаявшимся. Ваше будущее уже запланировано Господом. Будьте благодарны за благословения, которые Он дал вам. Он поведет вас чудесным путем, и если вы сохраните свою веру, вы победите. Я гарантирую, что вы получите величайшие благословения, которые вы когда-либо испытывали. Внезапно в вашей жизни начинают происходить чудеса и исцеления. Двери, которые раньше были закрыты, внезапно открываются.
Вы почувствуете, как теплый и исцеляющий свет наполняет каждый уголок. Послушай, дитя мое, я хочу тебе еще кое-что сказать. Каждый твой шаг направляется моей безусловной любовью. В каждом решении, с которым вы сталкиваетесь, находите утешение в том, что моя мудрость с вами. Посреди бури я твое прибежище, а в тишине я радость, наполняющая твое сердце. Не сомневайтесь, потому что у каждого испытания есть цель, и каждое испытание приближает вас к изобилию, которое я приготовил для вас. Когда вы чувствуете, что тяжесть мира давит на вас, помните, что вы не одиноки. Я Бог, который поддерживает Вселенную, и я тот, кто поддерживает вас. Когда вам одиноко, я ближе, чем вы думаете, и посылаю ангелов, чтобы они заботились о вас и поддерживали вас. Каждая молитва, которую ты произнесешь, достигнет моих ушей, каждая слеза, которую ты прольешь, будет нежно сдержана. Я Бог, который знает вас близко, и мои планы относительно вас направлены на безопасность, а не на зло, и я даю вам полную надежду на будущее. Вы увидите, как моя рука направляет ваши шаги, пока вы идете по этому пути жизни. Дни сомнений и страхов сменятся новой уверенностью. Я открою двери, о которых вы никогда не думали, и закрою те, с которыми вы не согласны. Моя любовь к тебе безусловна, и я намерен дать тебе жизнь с избытком, наполненную моим присутствием. Не бойтесь испытаний, ведь каждая из них – это возможность увидеть мою силу в действии. Каждый день – это возможность для тебя испытать мою любовь по-новому. Исцеление, которого вы ищете, будет не только физическим, но также эмоциональным и духовным. Я работаю в глубине вашей души, исцеляя раны прошлого и готовя ваше сердце к славному будущему. Мир, который я приношу вам, это не мир, который дает мир, а мир, превосходящий всякое понимание. Это мир, который охраняет ваше сердце и разум во Христе Иисусе. Каждое утро просыпайтесь в ожидании чего-то удивительного. Верьте, что мое обещание истина и что мое слово не подведет. Не стой на пути, потому что я Бог, который может сделать невозможное. Я укреплю тебя и поведу тебя на путь праведности ради имени моего. Моей благодати будет достаточно для тебя, и моя сила будет усовершенствована твоей слабостью. Знайте, что каждое благословение, которое вы получаете, является примером моей неизменной любви. Будьте благодарны за каждую мелочь, потому что каждая из них – часть большого плана, который у меня есть для вас. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, ибо я Бог завтрашнего дня. То, что сегодня кажется неопределенным, завтра станет ясным. Доверьтесь мне всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Познай меня во всех путях твоих, и я направлю стези твои. Пришло время увидеть проявление моей славы в вашей жизни. Устреми на меня свой взгляд и не поворачивайся ни направо, ни налево. Будь сильным, потому что я с тобой, куда бы ты ни пошел. Помните, что я Бог, который выполняет свои обещания, и мое слово вечно. Во времена неопределенности ищите мое лицо, и вы найдете направление. Хвалите имя мое во времена радости, ибо я податель всякого блага. Моя любовь к тебе не знает границ, мое дорогое дитя. Каждое утро моя милость обновляется, и моя верность велика.
Пусть ваша жизнь будет живым свидетельством моей силы и любви. Каждый день находите новые причины доверять мне и радоваться моему присутствию. Я твой Бог, твой защитник, твой проводник и твой друг. Идите со мной, и вы увидите полноту моей благодати, проявленной в вашей жизни. Аминь. Уголок вашего дома с божественной силой. В течение дня вы будете получать неожиданные звонки и сообщения от людей, предлагающих финансовую помощь и поддержку. У меня большие и замечательные планы. Ваша жизнь испытывала вас своими проблемами, и враг старался всеми возможными способами. Люди, которые обескураживают вас, люди, которые насмехаются над вами, смеются над вашей верой и сомневаются в вашей вере. Но не бойтесь, ни один человек или ситуация не имеет власти над вами. Я твой щит, твой целитель, твоя сила. Я возложу свою могучую руку на твою жизнь и исцелю все раны и печальные воспоминания в твоем сердце. Настойчиво прилагайте все усилия. Враг пытался посеять раздор в вашей семье, работе, доме, но вы полны решимости не сдаваться. Наберите 777, чтобы принять, что вы всегда будете счастливы, здоровы, будете иметь достаточно денег и чувствовать себя спокойно. Ваша доброта означает, что мы все будем благословлены на долгое время. Аминь. Господь говорит, и я понимаю, что эти испытания трудны и сложны, часто оставляют в тебе раны, затрагивают твои чувства, ослабляют твои мысли. Вот почему я здесь сегодня, чтобы исправить все, что в вас сломано. Любовь моя, тебе не отказана и никогда не будет. Возможно, твоя борьба того стоит, но моя любовь к тебе всегда будет продолжаться. Я слышал твои крики, твое нетерпение и отчаяние, когда ты смотрел на дверь. Возможно, вы ищете не там, где нужно, потому что дверь всегда перед вами. Я твой путь, твоя надежда, твоя истина, твое будущее. Если посреди ваших испытаний вы решите поверить и прийти ко мне, вы освободитесь от замешательства в моем идеальном выборе времени и пути, который приведет вас к выходу. Если ваше терпение иссякнет и вы устали ждать, я дам вам еще терпение и сил. Я даю тебе свой покой. Не сдавайтесь сейчас, когда вы находитесь на грани осуществления своей мечты. Очень важно, чтобы вы мне доверяли и верили во всем. Посоветуйтесь со мной, прежде чем принять решение, потому что рисковать тем, что вы заработали, будет иметь последствия. Здесь нет конкуренции и не нужно доказывать себя. Ваша вера в меня уже продемонстрирована. Сейчас это происходит только жесткими мерами. Я понимаю, что самостоятельно совсем не справишься. Вот почему я пришел помочь вам и исцелить вас. Мои планы на тебя полны добра и мира, и моя любовь к тебе не знает границ. Потому что ты так много значишь для меня, и я так сильно тебя люблю. Я останусь рядом с тобой, пока разговариваю с тобой сейчас. Сегодня вам плохо как морально, так и физически. Может показаться, что счастье ускользает от вас, и никто вокруг не предлагает вам сострадания или даже немного любви. Но помни, что я здесь. Я не был слишком занят другими делами и не забыл, как сильно я люблю тебя и как сильно ты заботишься обо мне. Я хочу, чтобы вы поняли, что я Бог доброты, а не наказания.
Я здесь не для того, чтобы судить или винить вас. Я послал моего единственного Сына Иисуса Христа отдать свою жизнь на кресте, чтобы вы могли жить. Бог обогатит вашу жизнь так, как вы даже не могли себе представить. Это новая глава в вашей жизни. Приходите и наслаждайтесь. Благословения и чудеса начнут наполнять вашу жизнь. Введите 999 для подтверждения. Иисус сказал: «Приготовьтесь получить неожиданный и чудесный дождь благословений от Бога. Имейте с Ним тесные отношения и будьте верны Его заповедям, потому что эта неделя будет наполнена большим количеством благословений, чем прежде. Создайте беспрецедентное богатство и изобилие времени. Вы увидите, как благословения войдут в вашу жизнь так, как вы даже представить себе не могли. Я здесь, чтобы залечить твои раны и вернуть твои деньги. Эта неделя очень важна. Вы одержите множество побед и обретите благословения, которые проявятся друг в друге. Да, один за другим. Если вы поклонитесь Богу и покажете Ему, Он благословит вашу еду и питье. Всегда будьте благодарны за эти благословения, и вы получите больше. Я щедро благословлю тебя и наполню твою чашу до краев. Моя любовь к тебе безгранична, стойкая и безграничная. Я люблю тебя так же, как и ты, со всеми недостатками и всем остальным. Помните, что ничто из того, с чем вы столкнетесь сегодня, завтра или в любое время, не находится вне моей власти. Я – мощная сила, управляющая вашими конфликтами. Когда печаль пытается одолеть тебя, когда ты чувствуешь себя потерянным и побежденным, обратись ко мне. Я снимаю бремя вашего стресса, беспокойства и проблем и заменяю их благословениями хорошего здоровья, счастья и душевного спокойствия. Поверьте мне, потому что у меня есть способность превратить обычное в необычное, необычное в надежду и невероятное в реальность. Когда ты читаешь эти строки, дитя мое, представь себе странную перемену. Осознайте, что исцеление, в котором вы нуждаетесь, благословения, которых вы жаждете, и финансовый прорыв, который вам нужен, уже в пути. Ваш Создатель положил начало чудесным событиям. Чудеса благодаря моей доброте и щедрости во имя Иисуса. Я заявляю, что вашему здоровью, времени, деньгам и семье не будет никакого вреда. Проблемы, которые встречаются на твоем пути, будут преодолены моей любовью. Поймите, что это ваше время для процветания. Потери, долги и разочарования больше не будут мешать вашей жизни, но вы вступаете в то время, когда ваши молитвы будут услышаны, и вы обретете прочный мир и богатство. Ваша жизнь будет полна сюрпризов во всех аспектах вашей личности. Обними меня полностью, и ты увидишь, как произойдет что-то невероятное, мое дорогое дитя. Приготовьтесь к хорошим вещам, которые я вам дам. Если верите, наберите 2222. Предложите $25 со словами «Спасибо во имя Иисуса», и ваша семья будет иметь хорошее здоровье, счастье, деньги и мир. Аминь. Иисус говорит, что вас ждут чудесные сюрпризы, включая исцеление, свободу, финансовый рост и настоящую любовь. Поверьте мне, потому что я готовлю перемены в вашей жизни, которые будут более удивительными, чем вы можете ожидать.
Доверьтесь мне, потому что я буду направлять вас во всех аспектах вашей жизни. Какими бы сломанными ни казались вещи, у меня есть силы их починить. Поверь мне, я починю то, что сломано. Когда ты почувствуешь слабость и усталость, помни, что я твоя сила. Я подниму тебе настроение, когда ты устанешь. Если вы откроете мне свои сердца, я улучшу ваши отношения, исправлю сломанные и принесу единство. Дорогие мои друзья, поверьте, я очень волнуюсь за вас. Вы верите всем своим сердцем, что я могу сделать все лучше. Подобно тому, как солнце встает каждый день, моя любовь и доброта окружают вас и приносят вам невероятные благословения. Когда вы обеспокоены или находитесь в стрессе, найдите утешение в том, что Бог рядом с вами, готовый дать вам силу, руководство и защиту. Перспектива провести вечность с Богом на небесах наполняет нас надеждой и радостью. Мысли о бесконечной радости и мире, которые ждут нас в Его объятиях, обогатят вашу жизнь чудесными событиями. Вы вступаете в новую эру свободы, успеха и изобилия. Когда вы искренне ищете Бога, вы Его найдете. Он всегда готов услышать молитвы. Если вы досмотрите это видео до конца и сохраните свое сердце открытым, до конца этого месяца вы получите Божью благодать в свою жизнь, потому что для вас запланированы чудеса. Когда ты устанешь или утомишься, помни, что я отдал тебе свою жизнь. Я спасу тебя от безнадежности и отчаяния силой своего воскресения. Пожалуйста, не паникуйте и не отступайте, когда жизнь кажется угрожающей. Я дал тебе смелость и силу противостоять испытаниям. Я вижу, какой ты трудолюбивый и старательный. Вы стараетесь изо всех сил, и это ваша работа, и вы ищете больше возможностей. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень горжусь. Ты заслуживаешь всю славу, честь и похвалу навеки. Господь, я благодарю Тебя за дар жизни и за Твою благодать, которая обновляется каждое утро. Мы благодарны за этот новый день, за новую возможность испытать Вашу любовь, пройти свой путь и пролить свой свет на тех, кто нас окружает. Благодарю Вас за Вашу верность и неизменную любовь, окружающую меня и моих близких. Господь, я благодарен за Твое ежедневное обеспечение и благословение. Перед Тобою радость, и по правую руку Твою радость вечная. Добрый Отец, я исповедую свои грехи перед Тобой и прошу у Тебя прощения. Поскольку Вы призвали меня жить в свободе и мире, я предпочитаю простить тех, кто обидел меня, и отпустить любую горечь и обиду. Господь, я прихожу к Тебе и хочу начинать каждый день раньше Тебя, чтобы заложить основу своего дня на Твоем Слове и молитве. Помоги мне сначала искать Тебя, веря, что все, что мне нужно, будет приложено ко мне, как Ты обещал. Я прошу Тебя направить мои шаги, направить мои пути и наполнить меня своей мудростью. Я заявляю во имя Иисуса, что ни одно оружие, созданное против меня, не подведет. Я осуждаю и связываю каждый план врага, направленный на то, чтобы разрушить мой мир, украсть мою радость или разрушить мою цель. Я связываю каждый дух смятения, страха, беспокойства, депрессии и отчаяния во имя Иисуса. Отец, я прошу Твоей защиты надо мной и моими близкими. Защити нас от нападения врага и окружи своими ангелами.
прошу Твои исцеляющие руки на нас для выздоровления и верю в силу нашего тела. Господь, благослови нас в нашем приходе и уходе, и пусть Твои благословения и благодать пребудут с нами, пока мы идем в этот день. Пусть мы будем сосудами Твоей любви и милосердия к другим. Молясь этой молитвой со всеми, кто ее слышит, я благодарен за каждое сердце, которое открывается вам сейчас. Мы соглашаемся, молясь друг за друга, и просим Твоего Святого Духа наполнить нас новизной, дать нам возможность жить жизнью, которая прославляет Тебя. Господь, направь нас своей мудростью, защити нас своей силой, исцели нас своей милостью и благослови нас своими благословениями. Мы провозглашаем победу над каждым испытанием, мы провозглашаем исцеление от каждой болезни и благодарим Вас за Ваше обеспечение и защиту. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Потому что Царство, сила и слава принадлежат Вам навсегда. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал и ответил на мои молитвы. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь тем, кто слушает и хочет принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я призываю вас принять Божью благодать открытым и покаянным сердцем. Начните с того места, где вы находитесь, ваше прошлое не имеет значения. Иисус пришел искать и спасти заблудших. Бог любит тебя. Не воля Божия, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Произнесите себе эту простую молитву спасения. Господь Иисус, я знаю, что я грешник, и прошу Твоего прощения. Я верю, что Ты умер за мои грехи и что Ты воскрес из мертвых. Я отворачиваюсь от своих грехов и приглашаю, я хочу довериться Тебе как моему Господу и Спасителю в своем сердце и жизни. Услышь мои молитвы, и я благодарю Тебя за мое спасение. Теперь, когда вы помолились этой молитвой, вы можете попросить пастора крестить вас в вашей поместной церкви и обнародовать это решение. Крещение – это знак готовности следовать за Иисусом. Затем я призываю вас общаться с другими верующими, узнавать больше о своей новой жизни и узнавать больше о Боге. Пожалуйста, оставьте свою молитвенную просьбу в разделе комментариев, чтобы мы могли представить ее Богу для благословения и победы. Мы приглашаем других верующих на платформе YouTube и по всему миру присоединиться к нам и немедленно начать молиться. Мы хотим, чтобы вы знали, даже если вы не видите ответа на свой молитвенный вопрос, это не значит, что вы не молились. Будьте уверены, что мы возносим любое прошение к Богу по Его воле. Мы верим в силу молитвы, которая приносит утешение, исцеление и руководство согласно совершенному Божьему плану. Вся слава Богу! Да пребудет со всеми вами благодать и мир Господа нашего Иисуса Христа.